8 июня 2024 года. Мы снова в эфире на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня у нас 45-й стрим на русском языке. Как обычно, мы начнем с приветствия и предоставим слово нашему постоянному ведущему Аяду. Это не то. Аяду Идигу. Аяд, Машуэль. Маршал дал. Добрый вечер, дорогие друзья. Как сказал Салман, сегодня на русском языке будем вести передачу. Это 45-й стрим. Поговорим о той ситуации, которая складывается в мире, в Украине, а значит и это касается нашей республики, оккупированной, и тем, что происходит в нашем зарубежье. Что можно сказать об этом? То, что происходит в мире, мы видим. Здесь такие вот катаклизмы, как будто все каждый день все новости, и грубые, и неожиданные. И Америка передает, что очень сильная, напряженность из-за того, что в самой Украине коррупция. Вот там есть люди, которые коррупционеры, другие говорят, что ситуация не настолько плохая, но в то же время без критики нельзя, надо критиковать. И это на самом деле так. Мы знаем, что идет война, ожесточенная в районе Харькова. Мы знаем, что они бомбят все территории Украины. Люди постоянно находятся под опасностью погибнуть, потому что ракеты бросают, убивают, и вот все это происходит. Ну, что в целом говорят в мире? Вот я хотел бы своими словами сказать. В целом говорят, что, Украина должна обязательно выиграть, и мы не можем оставить Украину без того, чтобы она не победила. Она обязательно должна победить, потому что это победа всех демократических сил Запада. Это, поражение диктаторских режимов, которые есть, скажем, в других частях света во главе, скажем, с Россией, Китаем и другими странами, которые здесь активно проводят линию противодействия, Украине. Украина, которая хочет стать независимым демократическим государством, войти в состав Европейского Союза, войти в состав НАТО. Но здесь вопросы такие. Может ли Украина войти в НАТО? Здесь очень важный вопрос рассматривали. Да, может она войти в НАТО, но это не значит, что она может войти сейчас. Так вот, сделал в последнее время заявление Байден, который сказал, что это не является той целью, которую мы ставим перед собой, потому что Украина сегодня к этому делу должна подготовиться, решить те проблемы, имеется в виду коррупция, другое, третье, четвертое, которые там они обвиняют, скажем, саму власть в Украине. Но, кроме того, они говорят, что несмотря на это, мы будем строить какие-то вот такие взаимные отношения, которые могут помочь Украине победить. А войти в НАТО, если будут поднимать вопрос, то могут появиться такие страны, как Венгрия и другие, которые не могут проголосовать за Украину почему-то. Ну, здесь говорится, что это какая-то добрая половина стран Евросоюза не совсем одобряет вхождение Украины в состав НАТО, чтобы они были, а тем более сейчас в состав Европейского Союза. То есть получается, что мы видим, что разброс мнений и туда, и сюда, и как же все же ситуацию можно оценить нам. Мне кажется, что вопрос сегодня главным образом, об этом говорят, все зависит
о той ситуации, которая складывается сейчас, как будто в Америке. Идут предварительные, значит, шаги по выборам, даже уже активные, по выборам нового президента. И вот здесь Трамп, бывший президент, и настоящий президент, здесь как бы изгаляются для того, чтобы показать, кто из них лучше, что больше сделал. И наши сторонники, с которыми мы разговариваем по разным, скажем, сторонам океана, и здесь, и там тоже, одни говорят, что хорош Трамп, другие говорят, что хорош Байден. Но, насколько я помню, значит, у каждого из них есть свои недостатки. Вот я помню, и вы, наверное, помните, как Трамп пытался свернуть, значит, в Европе НАТО. То есть он хотел заставить их всех платить. Почему Америка должна за вас платить? Давайте платите, ему за содержание НАТО. С другой стороны, может быть, это было и правильно. Но были и другие вопросы, которые говорят о том, что Трамп там действовал, все обещанное им было выполнено. Стену построить, там, значит, признать те государства, признать Иерусалим, там, признать другое. Все это он то, что обещал, вроде все сделал. Но в то же время многие говорят, что он непредсказуем. Непредсказуем. Когда мы говорим об этом кандидате в президенте, мы должны свое мнение вот здесь сказать. Про Байдена говорят, как вы знаете, тоже, что вот он отдал, значит, вопрос на рассмотрение своей позиции, которую вот он хочет выиграть, и если он там сейчас пойдет активно воевать, то получится, что где-нибудь там, если будет прокол, то Трамп, мол, выиграет. Но в то же время ситуация вот напряженная, и мы, люди, вот, допустим, чеченцы и, допустим, украинцы, мы тоже думаем о том, кто бы, что бы ни говорил, мы думаем, что нам нужна победа. И мы, чеченцы, должны тоже понимать, что эта победа нам нужна не в меньшей степени, чем украинцы. Мы должны работать в направлении политической, правовой точки зрения, защиты Украины. Нам нужна победа Украины как воздух, потому что если Украина не сможет при помощи остального Запада победить, то это будет то же самое, что было, как говорится, у нас тоже тогда, вчера. А вчера что было? Нам вообще не помогали. И в итоге мы оказались под оккупацией. 5 агрессий было, и теперь вот здесь помогают, и если они оказываются тоже оккупацией, мы все подумаем, что такое? Как это? Это что за Запад? Что это за демократические страны, государства? То есть здесь есть какие-то недостатки и в этой системе, конечно, демократической, потому что она должна все время развиваться и совершенствовать. Но ее критикуют, наверное, тоже, я тоже думаю, что правильно. Смотря на это, значит, я просто хочу сказать, что наши люди, чеченцы, которые находятся в Украине и во всем мире, все должны понимать, что нам нужна победа Украины и должны принять участие в этом посильное. Даже, я бы сказал, более того, участие в этом процессе победы над Россией. Россия всячески пытается загрузить ситуацию таким образом, особенно информационную, и говорит, что она вот чуть ли не побеждает, вот она там хочет то-то, то-то сделать, Украина ничто не может делать. Идут разговоры о том, что, мол, Зеленский чуть ли не готов уже сесть за стол переговоров, оставив все территории, которые были до 22 года Украины, то есть России, и, мол, сесть за переговоры, остановить войну, войти в НАТО, все такое. То есть идет война во всех направлениях, и информационная, и военная, ну и, скажем, и правовая. Вся вот эта вот линия по всему фронту идет война, и кругом, извините меня, ложь, ложь, ложь и ложь. Можно сказать, что ложь и правда в этом деле разделили таким образом. Правду спрятали,
а ложь разделили на две части, ложь саму. И вот одни там вроде как мы говорим правду, другие говорят, что мы не то, что мы со стороны лжи, но обе эти стороны, чтобы они не говорили, все равно выльется в плоскости лжи. Вот Да. такая ситуация. Поэтому мы должны чувствовать, что будет. Будет то, что действительно мы чувствуем, мы видим, как вот это все происходит. Я вижу, вот встречался с украинцами и с другими, значит, представителями других народов здесь вот на Западе. Они очень переживают за свою Украину, да и многие переживают. Вот сейчас и Франция говорит, что она туда направляет свои вооружения, может быть, даже туда войска отправить. Москва всячески это критикует. Вообще напряжение вот такое, и про это вот можно сейчас и дальше говорить очень много информации, и здесь мы должны чувствовать, что же происходит. Мы должны видеть по карте, видеть по схеме, как и что говорят. Вот я там слушаю разные эти каналы, разные, значит, даже кавказские вот каналы, да, вот, Азербайджан, Грузия, Армения. Там тоже разнобой. Одни там вообще стоят на стороне России, полностью защищают Украину, я думал, то все плохо. Другие, значит, другое говорят. Там свой вопрос. Во всем мире все так крутится. Но мы должны понимать все одно, что правда и справедливость – это и есть одна сторона, а ложь и, значит, неправда – это другая сторона. Поэтому я надеюсь, что все же я уверен, что дело развернется таким образом, что ложь это не победит. Это несправедливость, которая засела вот в душах и мыслях народов, которые находятся, скажем, в составе России сегодня, даже простых людей, она вот подсознательно говорит, что Россия не права, что власть не права. Может Россия трансформироваться, может измениться, может она развалится. Но в любом случае нам должно быть ясно, что Российская империя, которая сегодня претендует на захват чужие территории и подведение под себя другие народы и страны, эта империя должна рухнуть, она должна измениться. Вот какая вот идет сегодня борьба. Если говорить о том, что происходит сегодня, скажем, в нашей республике оккупированной, то там тоже много того, что мы можем сказать о том, что там пытаются создать плацдарм для нападения на Украину, пытаются оттуда довозить других представителей, которые на Украину идут, и сделать его как бы опорной точкой. Ну, и они дождутся, наши там, как говорится, наши люди могут оказаться под ударом, который может нанести Украина по этим базам. И в то же время могут погибнуть люди. Но сами там руководители организации вряд ли пострадают. Я вот слышал, что по Дагестану тоже какой-то удар нанесли, и тоже вот эта ситуация по-разному там комментируется, да. И еще я скажу о том, что здесь вот на Западе наши вот движения, которые здесь есть, собрались, и которые работают фактически, многие работают на Кремль, понимают они это или не понимают. Если человек говорит, что сегодня Россия это та страна, которая должна победить, даже эти слова говорят о том, что этот человек, понимая или не понимая, работает в пользу Кремля. Даже эти слова. А если это какой-то человек, даже немного понимающий или где-то выставляет себя каким-то деятелем, политически заявляет, допустим, что мы, чеченцы, были сепаратистами, они тоже работают на Кремль. Те, которые говорят, что мы должны были создавать свое государство и должны были спросить у России, они тоже работают. Вот даже эти элементарные, мелкие вот такие вот вопросы, которые там, кажется, второстепенные как будто, они составляют, по ним можно ориентироваться на
на что ориентируется этот человек или это движение. Что же происходит у нас здесь на Западе? На Западе в чеченском сопротивлении, как и многих беженцев, которые были в прошлые века, здесь находятся разные движения. В основном здесь находятся люди, которые беженцы, которые приехали. От имени нашего государства, представлять наше государство, приехало некоторое количество людей, которые направлены сюда для этой работы. И таковыми могут стать только те люди, которых наша легитимная власть, президиум, правительство, значит, будет привлекать к этой деятельности. Остальные люди – это простые граждане, беженцы, которые здесь находятся, и выражать мнение чеченского народа, официально имеют часть, они не имеют права. А таковых у нас здесь много. Одни отрицают наше государство, говорят, что не надо ее, мол, это возрождать, надо другое государство. Другие говорят, что надо, значит, пойти там, сделать таким образом, чтобы мы оказались в составе какой-то другой там конгломерата. И, в общем, вот эти разговоры, о которых ведут здесь люди, и в основном те, которые, сидя в интернетах или где-то в каких-то других источниках, пряча свое имя, пряча свои лица, или, значит, умничая, скажем, в той или иной необоснованно, не аргументировать, этим людям, я говорю, нельзя доверять. Мне так кажется. Я практически им не доверяю, потому что их задача, зная или не зная, сегодня оказывать помощь Российской империи, которая убила столько наших людей, которая, значит, сегодня оккупировала нашу страну, и в этом мы должны разобраться. Наши люди здесь на Западе, которые находятся, они приехали сюда, чтобы спасти своих детей, чтобы они могли здесь учиться, и наша страны эти приняли. Мы должны им быть благодарны, очень даже. Теперь здесь на Западе раскручивается вот эта пропаганда российская о том, что здесь вот в связи с Олимпийскими играми, и даже и без них, наших, вот, скажем, чеченских молодых детей до 18-17 лет или чуть дальше, их в какую-то программу вводят, заставляют что-то с ним делать. Если они даже ничего не сделали или сделали их руками, то потом, значит, это все как бы переводится на все чеченское зарубежье. Поэтому я считаю, что всем нам, особенно чеченцам, но, конечно, и другой на национальность, которые здесь, все должны быть очень внимательны, не допускать того, чтобы наши дети или наши близкие люди участвовали в какой-то провокации. Надо быть чрезвычайно осторожным в этой ситуации. Здесь вот по телевидению где-то выступают люди, которые эти разговоры ведут, даже вот на центральных телевидениях разных стран. А эти, когда я их вижу, некоторых, я вижу, что это люди, которые работают именно на власть Кремля, а они представляют нашу власть. И почему это так? Да потому что здесь на Западе тоже существует неопределенность в отношении нашего государства, в отношении нашей власти, которую мы создали в рамках современного международного права. Наша задача показать всем остальным странам мира, что мы создали свое государство строго в рамках международного права, и над этим мы должны работать и возглавлять это движение. И действовать. Здесь на Западе находится президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Вот я на этом закончу пока, а там дальше посмотрим еще, будем по ходу дела говорить. Баркал. Баркалая. Я, друзья, напоминаю, во-первых, приветствую вновь вошедших, шалом, витаю, салам алейкум, и приветствую всех, друзья, кто вошел, и напоминаю вам, что у нас идет прямой эфир платформы открытого диалога. С нами Аят Эдигов, сопредседатель президиума Чеченской Республики Ичкерия, единственной легитимной власти чеченского народа. Вы можете задавать свои вопросы непосредственно в чате, либо зайти в телеграм-канал, у нас идет стрим, вы можете зайти туда, задать непосредственно сами вопрос, либо написать его у нас тут в чате, и я его зачитаю.
Как-то так. Я полностью вот согласен с тем, что вы сейчас говорили, очень Да. интересно. И вот, ну, тоже важная ситуация, которая тут складывается, по поводу терактов, которые сейчас готовятся к Олимпиаде, к разным футбольным мероприятиям здесь, в Европе, как во Франции, где вы живете, у нас в Германии. Задержан по подозрению какой-то молодой человек, там, говорят, чеченской национальности, 18-летний. Позавчера задержан гражданин Украины, родившийся в Украине, но имевший при задержании российский паспорт, как говорят. Это, видимо, с Востока какой-то там коллаборант, который готовился взорвать Шарль-де-Голле в аэропорту груз, который назначался, военный груз, который назначался в Украину. Ну и вот эти ситуации все больше и больше. Здесь местные власти заявляют, что готовится террористическая угроза, что там они готовы во всеоружии и так далее, и так далее. Я бы хотел бы вас спросить, Аят, по поводу вот нас, чеченцев, всегда любят русская пропаганда использовать. Вот этот чеченец задержанный, который во Франции, он вроде ничего не сделал, но вот где-то рядом стоял, где-то что-то писал, может быть, в интернете, и вот влип. И в итоге получится, что мы будем крайними, и есть вероятность, что они пытаются это делать для того, чтобы сменить нынешние режимы или власти во Франции, в Германии, угодные Кремлю, угодные России. Что вы по этому поводу думаете? И что бы вы сказали нашей молодежи чечен, и не только чечен, здесь дагестанцы есть, мусульмане молодые, 16-18 лет, их очень легко вот этой пропаганде внушить. Что бы вы вот нашей молодежи, кавказской, чеченской, сказали бы по поводу вот этих событий? Ну, в целом, что вы думаете по этому поводу? Ну, я уже сказал частица об этом. Да. Да, конечно, об этом все всем известно, здесь говорится об этом. И надо быть очень осторожным этим нашим людям. Мгм. Не только нашим, особенно нашим, потому что они на нас пытаются вешать те или иные ярлыки. Но за этим обязательно, как правило, стоит Москва. Москва, рука Москвы, как говорят. Мы уже смеемся, это рука Москвы, рука Москвы. На самом деле, вот это их службы здесь, они разветвленные, они здесь работают. И, конечно же, они будут везде через какие-то свои связи, через деньги, которые у них есть. Вот это все раскручивают, толкат этому. Они старые, как говорится, лисы, которые этим занимаются уже много века. Это же Да. имперские вот это разведки. Вот я недавно сегодня вот смотрел, один очень уже почти старый человек, ему, наверное, лет под 100, если не ошибаюсь. И он рассказывал, может, вы видели, что вот в Соединенных Штатах Америки там помощником президента какого-то был российский советский разведчик при Сталине. В Японии тоже был такой-то какой-то там у такого-то там их в разведке этой центрально тоже сидел советский. Вот он перечислил где-то 5 или 6 стран. И Мгм. он говорит, мы, говорит, везде так имеем. Это уже, говорит, поэтому мы, говорит, и тогда все знали, что там происходит, там знали. То есть в этом противостоянии особенно опасно вот это вот российская разведка или вот эти вот люди, которые не понимают, что куда их тянут, могут оказаться жертвой. Да. Поэтому мы говорим, нельзя вот эти, особенно нам вот здесь вот, скажем, людям некоренной национальности или, скажем, не французам, не немцам и другим, нельзя этого допускать. Мы должны особенно быть осторожны. На нас быстро вешается любая там клевета при помощи, конечно, России, российской агентуры, которая здесь есть. Ну и кроме этого, среди всей этой агентуры, вы можете быть уверены, есть и люди из нашей национальности, которые работают на них. Ведь здесь же вот у нас в республике, там же все руководство работает на них.
И здесь на Западе тоже есть, мы знаем, люди, которые работают на них, и которые говорят, что не надо было создавать наше государство, что мы сепаратисты, ну, все, что угодно говорят в пользу Кремля. Эти люди как раз-таки являются теми проводниками этих дел, чтобы подтолкнуть нас. Каждое старшее поколение, родители должны за этим следить. Быть очень надо знать, особенно в этот период, куда и как, вот, чем занимаются дети, как в школах. Значит, предупреждать им, говорить им об этом. Хотя дети не верят в это. У нас здесь вот дети, они особо верят. Им, когда говоришь, они, значит, улыбаются, знают, что это не коснется. А это касается один раз, коснулось, и все. Поэтому надо им рассказывать и показывать, как это было, что это было. Я думаю, что Россия этому будет способствовать и будет отпускать немалые деньги для того, чтобы спровоцировать вот эти реакции, вот эти взрывы, теракты. И более того, они здесь, эта работа, они занимались и ранее. Ранее, значит, мы знаем, что они планомерно вырабатывали, у них сидят какие-то спящие агенты в тех или иных странах, и они потом выходят, они вначале разговаривают, ведут какую-то там работу, живут как нормально, а потом какие дела выставляют и, знаете, подставляют. Будьте осторожны, особенно старшие, за своими детьми следите, и лучше всего в период вот этих событий, скажем, особенно здесь с Олимпийскими играми, желательно это особенно подчеркивать. Но независимо от этого, даже если бы не были эти Олимпийские игры, даже если это не были, это входит в планы Кремля, который сегодня пытается так или иначе указать на то, что западная система власти, она слаба, она не способна защищаться, она не способна победить, что они выиграли Вторую мировую войну и все такое. Мы же знаем это. Поэтому вот эта работа, проводимая им, и взять реванш, особенно от Российской Федерации, России, Путин, его команда, они хотят взять реванш и возродить эту империю, скажем, историческую Россию. То есть вот эта борьба идет. Она была всегда, с тех пор, как появилась на свете, так сказать, демократическая система управления. Но до этого тоже это было, когда они захватывали разные страны, колонии создавали. Это все было. В общем, вот такая ситуация. Мне вот так кажется. Это дело, значит, в руках нас, всех старших, и этой молодежи. Молодежь должна сама тоже понимать. Ни в какие вот эти дела очень надо быть осторожным. Лучше всего не касаться, не ходить в эти места и быть внимательным. Вот что я думаю делать. Да. Было бы хорошо, если бы наши старшие делали бы отдельные видео каждой стране, переводили бы на французский, английский, немецкий, итальянский и распространяли бы наше мнение, Да, да, это правильно, да, правильно. чтобы не только мы с тобой или там несколько наш человек, а что Да, это да, общая позиция всех, кто даже не в политике, не в этой системе, просто да, говорили бы свое мнение. Это было бы очень важно, очень нужно. да, да, правильно. А, Так. Так, вопрос, по-моему, Аят, это к вам вопрос. Аслан, прошлый стрим был шикарный. Вопрос такой. Аят разделяет твое мнение насчет Турции. Я так понимаю, вашу молодежь хотят использовать Турция и Россия, но другие в своих гнусных целях. Как-то так. Аят, разделяете вы мою позицию? Мою позицию, если вы Я знакомы знаю с твою ней. позицию. Я не считаю, что нужно выделять конкретно Турцию в такое вино, особенно виновну во всех делах, потому что все эти диктаты исламских государства Мгм. как будто бы высвечивают одну только Турцию. Если говорить о других странах, возьмите ряд всех стран ближневосточных или мусульманских, когда мы к ним обращались с признанием и оказанием нам помощи, они нам открыто отказали, потому что во главе там сидят диктаторы во всех этих странах, диктаторы.
практически нет ни одной, скажем, страны в этих регионах, которые бы были демократическими странами. Нету. А Турция, она наиболее близкая к тому, чтобы двигаться в этом направлении. Она даже в Европейский Союз хотела войти. Но в то же время говорить о всей Турции нельзя. Там есть разные движения. Есть религиозные движения, есть политические движения, демократические, есть и разные движения, которые, значит, так или иначе играют, может быть, роль, допустим, одобрения той политики, которую проводит, скажем, Москва. И мы это знаем. Поэтому тех, кто поддерживает Москву, мы можем любому назвать, что они являются сатрапами Кремля. Хотя они там свою работу ведут, допустим, для того, чтобы самим сохраниться у власти в целом. Так? Они эту работу ведут, мы знаем. Но в целом турецкий народ – это дружественный народ к нам. Они нам помогали, они наши беженцы приняли там, они находятся. Но есть там и такие, которые, вот мы знаем с вами, проводят может быть, государственную политику против нашего государства, которые хотят там помочь тем или иным силам, чтобы легитимная власть нашего государства не возродилась, она не деоккупировалась, а там построить какое-то другое государство, допустим, религиозное, к примеру. Так это не их дело, это дело нашего народа, поэтому в этом направлении мы не приветствуем, я так считаю. А Аслан, то, что это его личное мнение, он, может быть, лучше меня знает, но у меня вот такое отношение к тому, что происходит, и во всех этих странах есть вот такое отношение. Я могу это сказать, потому что я уже говорил, как-то вот мне специально я встречался с президентом Организации исламских государств, где нашу проблему высказывал и говорил от нашего народа и государства, что нам необходима помощь, что я с этой задачей здесь нахожусь. Так мне ответил он: мы не можем вам помочь, у нас своих проблем хватает. Вы должны свое государство построить, и если вы свое государство защитите, тогда мы вас примем в нашу организацию. Вот тебе было исламское и религиозное сотрудничество, все. А потом на Западе был там, то есть на Востоке был там президент Яндарбиев, который так лелеял и говорил, что там можно все решить. Однако потом перед своей гибелью он мне звонил и сказал, что здесь нам не помогут. И далее потом мы видели разные эти видеоролики. Один видеоролик я видел, но, говорят, был еще, где он говорил, что исламский мир, он имел в виду руководство, не помог, предал нас. Вот он говорил это. Я думаю, что вот такая ситуация, мы должны в этой не так однобоко вот говорить обо всем, черное и белое, потому что здесь много как бы красок, понимаете, и такие есть, как бы не ошибиться нам. Вот мое мнение по этому вопросу. Спасибо, Баркалаев. Можно сказать, Турция лучшая из худших. И следующий вопрос, Аят. В какие мусульманские страны, Питер Вольф задает вопрос, вы обращались с признанием и когда? Если можете, перечислите, пожалуйста, спасибо. Какие мы обращались? Во-первых, с Турцией я дважды был там, один раз вместе с президентом Дудаевым я был там, так, мы там поднимали эти вопросы. Потом мы направляли письма почти во все страны. Тогда почти во все страны. Письма и слали наших гонцов туда. А потом, конечно, как я сказал, я встретился именно в Организации Объединенных Наций вот с этим президентом, которому об этом тоже говорил. Но я не скажу, что всем так, но, по крайней мере, странам. Вот мы разговаривали с представителями Ирана, которые говорили, что они готовы нам помочь, но тайно, понимаете, было такое. Вот говорили с Турцией, говорили
посылали в Сомали, помню, посылали в Египет, кажется, даже в Марокко, ну и посылали обращения, делали. Но никакие вот ответы их, казалось, что вот будет, так, но народы в этих странах, народы, они пытались нам помочь, гуманитарная помощь, там деньги собирали, это было, и они к нам относились, эти народы относились к нам дружелюбно и очень переживали, выходили на митинги, это все было. То есть мы должны думать, что же делать в этой ситуации. То есть мы когда узнаем вот эту ситуацию, которая складывается, да, то уже мы вначале мы думаем, еще я тоже думал, вот там, то, у меня было одно мнение. А когда я столкнулся с ними и даже здесь на Западе, везде, то у меня совсем другое мнение стало. Почему? По факту. Потому как они себя действуют, как себя ведут. То есть ты начинаешь уже думать, как бы здесь вот в этой ситуации правильно построить свою позицию и как пройти этот путь. И получается, что от нас самих очень многое зависит. От нас лично самих. Мы должны признать свое государство в первую очередь сами, все. И не говорить здесь разные разговоры. Это не нужно было строить. Там, которые были раньше, это были неграмотные, они были не столь мусульмане, они не понимали. Сейчас мы здесь вот пришли и все это делали, спросим у тех и сделаем. А как вы сделаете, если в мире существует международное право, которое нельзя сейчас нарушать, да и раньше нельзя было, и потому что это даст возможность на нас напасть и снова нас бомбить и убивать. Вы что, хотите подставить нас, что ли? Нет, мы пойдем, захватим. Нет, мы ничего не захватим. Мы захватим то, что мы должны делать для того, чтобы здесь на Западе признали наше государство, показали, что наше государство было создано в современном международном праве и что мы являемся демократическим государством, то, что мы сделали. Если от этого кто-то из вас отказывается, ты откровенно работаешь на Кремль, получается. Может быть, ты не знаешь об этом, к примеру. Ну, получается, что ты работаешь, потому что у тебя нет, ни у меня, ни у тебя, ни у нас, даже ни у одной страны, такой даже, как Украина, нет силы для того, чтобы противодействовать этой империи, которая есть сегодня. А решать наши вопросы о признании нас, как вот нас Украина признала или другие, объединиться для этого. Вот это здесь не надо особо много, значит, ни оружия, ни вот эти возгласы, а надо объединяться. И тех, кто говорят что-то против, да, понимать, что они работают против нас, они работают против наших близких, родителей, детей, внуков, наших сестер, братьев, которые хотят на этой планете жить мирно и развиваться свою культуру и своей цивилизацией. Вот они должны это понимать. А все, которые там несут нам разные роды, значит, новшества, они нам не нужны сегодня. Это мы должны понимать точно. Никакие новшества, которые они нам вносят с предложением сжечь нашу Конституцию или убрать права на женщин в нашей Конституции, или еще что-нибудь, не нужна это, мол, нужно было спросить, где и как, мол, создавать нам свое государство и нет, а мы ошиблись, говорит, как это Закаев заявляет, и другие. И все их решения, которые они принимают, все на пользу Кремля. Мы им говорили, откажитесь от всего этого, вернитесь в конституционное поле. Нет, они этого не собираются делать. Почему? Встает вопрос. Подумайте, почему? Баркашин. Баркалай, такой же вопрос касательно, какие европейские, не мусульманские страны вы обращались для того, чтобы нас признали? Мы обращались к балтийским странам, мы обращались, значит, ну, в Украине, естественно, вот последний раз обращались в Грузии, Грузия нас признала, обращались даже Афганистану, наш вот президент бывший ездил, да, они как бы признали нас, так, обращались в Кипр, так, ну и здесь на Западе, к примеру, я могу сказать, в каких я странах был,
Я был в Италии, был в Монако, был в Исландии, был в Америке, был во всех странах европейских, где эти вопросы мы пытались провести в жизнь и говорить. Но многие об этом и говорить не хотели, многие отказывались, что это вопрос надо решить. Нас они вкинули в состояние, когда они говорят, что мы являемся частью России. Когда мы им говорим и показывали, что мы не можем быть частью России вот по этой причине, аргументированно, они многие, некоторые удивлялись и говорили, тогда мы решим, вот в Америке я был, говорит, тогда мы этот вопрос решим, скоро Россия станет демократической, и мы тогда этот вопрос решим, говорили. То есть мы говорили это и в то же одновременно здесь на Западе, где бывали наши некоторые лидеры, которые заявляли, что мы, мол, вопрос, когда им задаешь, спрашивали, какое государство строите нашим некоторым политическим деятелям. Они говорят, мы строим исламское государство. В Конституции записано, что мы правовое демократическое государство, суверенное. А они это говорят. То есть мы вот эту вот политическую свою прозорливость, в кавычках, должны убрать и не диктовать ничего, кроме того, что принято нашим народом в 90-м году на съезде, референдум нашем, и нашей Конституции. Поэтому это как-то, значит, негативно сказывается на нашу в этом отношении работу. Понимаете? Вот здесь вот как было, когда в 2004 году, значит, захватили нашу территорию, и некоторые там депутаты нашего парламента выехали в Москву и там начали проводить политику, звонить даже мне, приглашая туда, выяснилось, что они там проводили встречи в Кремле, принимали решение о том, что президент Масадов, значит, он нелегитимный, что мы его, значит, импич делаем, убираем его, и обращались к Путину с тем, чтобы, значит, решить вопрос, там, значит, можно провести выборы и сделать там референдум на территории, которая оккупирована и где находятся военные базы, которые каждый день бомбят, они хотели провести и одобряли это. Часть депутатов была там, потом они часть приехали сюда. То есть потом мы начали говорить, кто, что и как. Потом приехали сюда, они здесь, когда приехали, тоже думали, что же произошло, как, и всех называли, кто есть. Когда мы с ними повстречались, они многие поняли, что дело не так просто, и уехали назад, и не дали некоторым людям приехать сюда, тоже депутатам. То есть здесь идет вот такой круговорот, который мы должны понять должны. Красивые слова не говорят ни о чем. Говорят правду, говорят то, что сказано прямо, обоснованно, аргументированно, документально. Вот у нас в этом плане, мы вот президиум правительства все эти годы, мы вели работу, очень огромную работу, в котором мы полностью изложили всю ситуацию, которая у нас была, документально все обоснования, что мы создали свое государство в рамках международного права, что против нас совершено 5 агрессий, что убито столько-то людей, и что происходит на Западе. Что некоторые деятели, придя сюда, которые вышли на путь предательства, они начали говорить другие вещи против нас, нашего государства. И мы им говорили, остановитесь, вернитесь назад в конституционное поле. Они нет. Здесь приехали, осталось 3-4 депутата, и они из себя начали изображать депутатов и парламент. И парламент, который они изображали, он должен быть для решения тех вопросов, которые необходимо, значит, решать для государства. Нужно 2/3 депутата, а их там 4, 5, 6 человек всего. И они от имени парламента принимали решения. Даже председатель парламента не имеет принимать никакие решения без решения, которое было проголосовано. Он может принимать такие текущие вопросы внутреннего характера парламента или решения по требованию о выполнить те или иные законодательные акты, допустим,
исполнительной другой власти. Вот что он может. А здесь они изображают чуть ли не королями и принимают вот такие действия. Я имею в виду от Сараляпова. Он не имеет права никакие документы принимать, потому что если это не было проголосовано, скажем, парламент. Более того, сам этот Сараляпов, он не был никогда председателем парламента. Его на государственном сайте Чеченпресс, который захватил Закаев, обозначили его председатель парламента эти вещи. Я понимаю, что очень странно слышать эти вещи, но от фактов никуда не уйдешь. Вот такая ситуация. Когда мы это говорим, и Москва вот продолжает помогать этим людям, всячески помогать для того, чтобы они доминировали в информационном или другом поле, то с ними как бы ведут работу, за ними приклеено определенное количество разных информационных агентств, которые их всячески пропагандируют. Но дело обстоит совершенно иначе, которое для нас не будет молоком, а кровью. А для них они хотят, это, чтобы было молоко. Вот что происходит, и вы должны это знать. Баркалашу. Баркал, Аят, Баркал, Дейресхоль. Следующий вопрос, Аят. Как вы относитесь к Китаю? Китаю? Да, позиция нашей республики, наверное, нашей власти имеется в виду. Как я могу это? Китай – это диктаторский режим, который не поддерживает нас, считает нас частью России. Он даже поддерживает, фактически, можно сказать, против Украины. Даже он поддерживает, как видите, он работает вместе с Кремлем, принимает Путина на красной дорожке. Вот как можно относиться к диктаторскому режиму, который против нас? Так я отношусь. Не иначе. Баркалает. Так, друзья, есть вопросы. Пишите вопросы, задавайте непосредственно. Вот по поводу уйгур. Тут тоже сейчас кто-то написал, видимо, к нам у нас смотрит уйгур в том числе. Как вы относитесь, к тому, что китайцы вот преследуют людей по религиозному, по религиозным взглядам, заставляют их отказываться от религии, заставляют их не молиться, вынуждают их не молиться и арестовывают, сажают в концлагеря специально. Ну, как можно здесь понимать? Это понятно, что диктаторские режимы не следует тому, что свобода, значит, религиозная веры – это основной принцип, который вообще должен соблюдаться в мире. Конечно. Независимо от того, какой ты национальности. Свобода вероисповедания не должно преследоваться, и это неправильно. Другое дело, если это какие-то религиозно-экстремистские организации, которые переходят, скажем, линию религиозную свою, а на основе религии какие-то совершают неправомерные действия. Это другое. А так, если религиозно запрещает молиться, сажает их в тюрьмы, о чем мы слышали, что это очень негативно и ни в коем случае нами не могут поддерживаться. Мы против этого. Баркал. Далее Ливан Кочарава задает вопрос. В ООН приняли резолюцию о возвращении грузинских беженцев в Абхазию и так далее, и в Осетию. Да, если тут написано непонятно. И это, сейчас одну минутку, и это подписала Армения тоже. Как вы, уважаемый Аят, оцениваете политику Армении сейчас? Но, насколько я понимаю, у меня много знакомых и даже друзей среди армян. Среди них есть очень такие толковые и порядочные люди. Но политика, которую проводит сегодня и проводила Армения, она целиком зависела от той, которую проводит центральный, скажем, орган власти, да, КПСС, потом Москва сегодняшняя. Они очень зависимы от этого, и они под этим гнетом могут на это идти
считает, что меньшее зло, нежели что пришло большее зло. Я так думаю. Но у них есть тоже люди, которые хотят, значит, этого мира, скажем, с Карабахом, с Азербайджаном, и в то же время там всю эту пропагандистскую работу проводит Кремль. Он там провоцирует вот эти столкновения, он начинал эти войны и в Баку, в Азербайджане, сталкивал эти народы, так, и там нужна какая-то нормальная политика, которая должна, в общем, строиться. Но я хочу еще один момент подчеркнуть. Сегодня в мире есть вот современное международное право, и многие, которые сегодня вот рассказывают вот эти свои позиции, они в основном говорят о вещах, которые исторически были там. Если вот исторически рассказывать, то наши земли были гораздо шире тоже, допустим, чеченского народа, так? Или другие там были земли тоже, Америка, скажем, южная, северная, или возьмем, к примеру, Китай, Азию, там тоже, как в прошлые века, были какие-то другие ситуации и другая, значит, политика. Но все как-то тогда социально или иначе военным путем все изменилось, как бы все переместилось. И сегодня говорит о том, что когда-то эта территория была наша, и мы ее должны вернуть, скажем, в рамках современного международного права, если это, как бы, значит, не становится в колею, то здесь уже встает вопрос, они сталкиваются с современным международным правом. В этом-то как раз-таки и слабость позиции, которая сегодня имеет, скажем, мне кажется, Украина, то есть Армения. Армения должна эти вопросы решать как-то мирно, по-мирному, по-соседски, и в то же время им это не дают делать. Их провоцируют, их заставляют, значит, делать те или иные шаги, которые приводят к столкновению с Азербайджаном. В Азербайджане тоже сидит власть диктатора, как мы знаем с вами, так? Но, несмотря на это, они как-то, значит, умело или не умело, эта ситуация так сложилась. И, конечно, я желаю успеха в их борьбе, справедливой борьбе и армянам, и азербайджанцам, мир на этом перешейке столкновения, я это имею в виду. Так что мы с ними долгое время были вместе, общались, говорили, да и сейчас я многим общаюсь. Но ситуация, конечно, там напряженная. Вот такая у меня в общем, точка зрения. Баркалаят. Так, друзья, есть вопросы, задавайте вопросы по теме, сегодняшней нашей теме, которую мы обсуждаем. Так, все бывшие земли, так. Хорошо, вы тут общаетесь, это очень хорошо. Ну, так, к нам присоединилась в Телеграм Алла Дудаева, вдова первого президента Джохара Дудаева. Алла, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер, спасибо. Здравствуйте. Да, очень. Только недавно присоединилась, поэтому пока слушаю. Да, я очень рад. Спасибо, что присоединились. Так. Я тоже слушаю. Агат исключительно хороший. Оратор правильно говорит. Муса, может, вы тоже добавите по поводу того, что... Нет. Каждое слово четко было. Все, я смотрел, наблюдал. Все отлично. Доклад хороший. Да, Баркал. Совершенно верно. Так, друзья, еще раз напоминаю, можете писать ваши комментарии здесь в YouTube, в чате, или же непосредственно в Телеграм-канале можете зайти, задать вопросы. Я хочу добавить немного. Пожалуйста.
еще Джахар в свое время в какой-то своей статье или в интервью, я уже не помню, сказал, что похоронная команда России будет Китай. Он, как всегда, был абсолютно прав. Потому что это как ползучая оккупация России идет Китаем. Путин с его правительством потихонечку не только в аренду отдают, но и так сдают Сибирь Китаю. В свое время это начал еще Борис Ельцин, как он говорил, равнять границы с Китаем. Вот. Сейчас вот Забайкалье Путин отдал там, не помню сколько, миллионов гектаров Забайкалье. Вот, но китайцы, они очень умные люди. Значит, при Борисе Ельцине еще было сделаны визы, паспорта для китайцев, 50 тысяч паспортов. Ну, под этими визами, под этими паспортами туда прошло 5 миллионов китайцев в Сибирь. Они женятся на русских бабушках, получают российское гражданство, и практически вот юг Сибири весь заселен. Вырубают леса, вывозят их лесовозами. Уже тайги, уже можно сказать, что нет на юге. В Сибири тайги уже нет. Все деревья срублены. Кроме того, озеро Байкал тоже Путин сдал в аренду, не только в аренду, а просто продал Китаю, и там сейчас какой-то даже не водопровод, канал. В общем, воду с Байкала перекачивают в Китай. Кроме того, 19 Алтайских озер, в которых тоже очень хорошая вода, тоже перекачивают в Китай. Обезвоживают Сибирь, лишая тайгу воды. Потом то, что вот китайцы делают на захваченных землях, они сажают свои овощи и нещадно удобряют эти земли очень опасными удобрениями, от которых, как вот вы, наверное, все кушали помидоры внутри с белыми. С белым это нитраты. Эти помидоры быстро зреют, хороший урожай, но их кушать очень вредно для здоровья. Точно так же, как и другие овощи, которые они выращивают и продают. Постепенно те земли, которые они захватывают и пускают на сельское хозяйство, становятся непригодными для пользования из-за этих удобрений. Они переходят на другие земли. Ну, в общем, это юг Сибири уже загажен этими удобрениями, вырубкой лесов, на то, что воду перекачали. В общем, это китайцы, это временщики этой Сибири. Поэтому они не жалеют ни природу, не жалеют людей, естественно. А те села в Забайкалье, которые были отданы якобы в аренду Путину, жители были выселены. И эти села стали китайскими. В общем, это, я бы сказала, как ползучая оккупация. Может быть, на которые мир не обращает внимания. Но это Урала, Сибирь, Урала. И, наверное, включая Байкал, Забайкалье, то Восточной Сибири включительно. Это очень большое пространство. То, что происходит в России, в самой России, продажа нефти, сырья. В общем, Путин делает то, что делал всегда. Продает, получает миллиарды, так же, как его друзья, его бывшие друзья с озера и теперешние олигархи.
разоряют Россию и не думают о населении. Если раньше в городах коммунальное хозяйство работало, потому что на него в бюджете выделялись деньги, сейчас дома не ремонтируются, и, в общем, это хозяйство стало непригодно. И российские села, уже 700 тысяч сел обезлюдили. Если взять Европу, в которой засеяны поля, процветает сельское хозяйство, сорняков даже на полях нет, то в России заброшенные земли, в которых давно земля не пахана, ничего не сеется, не растет, и сами россияне уезжают на запад. В Сибирь едут на запад, который называют Россию, а с России едут в другой запад. В страны Евросоюза тех, кого пускают. В общем, мы становимся свидетелями тех огромных изменений геополитических, которые сейчас идут вот в России. И, наверное, станем свидетелями ее распада, я так думаю. Будем надеяться. Да, будем надеяться. Да. Ну вот, примерно я все сказала. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Это Алла Дудаева, вдова Джохара, первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Это ее было экспертное мнение. Вы также, она тоже является сопредседателем президиума правительства, как и Аят Эдигов. Вы можете задавать непосредственно и Аяду, и Алле напрямую вопросы, и нам будет интересно послушать. Нам всем будет интересно послушать. Так, если можно, еще один вопрос. Уважаемому Аяду, говорит Ливан Кочарава. Оккупационная власть Грузии передает право Китаю построить глубоководный порт Анаклио. Если я правильно прочитал. Как вы думаете? Анаклия. Ага, просто на латинскими буквами. Как вы думаете, это согласовано с Россией, Аят? Я не могу знать это. Алла там бывала, может, она лучше ответит, чем я. Что вы скажете, Алла? Ну, я скажу, что этот порт Анаклия был задуман еще Михаилом Саакашвили и начат. Недостроен. Он должен был принимать судовые грузы, то есть суда, которые занимаются перевозкой грузов, то есть как-то освободить вот другие порты, то есть должен быть промышленным портом Анаклия. Если Батуми создан для отдыхающих, и дома, которые там построены на побережье, это украшение всей Грузии, то Анаклия должен был быть рабочим портом, задуманным Михаилом Саакашвили. Но то, что сейчас грузинское правительство обратилось к Китаю, это я не знаю насчет строительства Китая. Я знаю, что очень хорошо строит Турция. В Турции построены дома в Ичкерии, вот эти высотные дома. В самой Турции очень красивые высотные здания были всегда. И в Турции вообще очень хорошие строители. Да. Китай-то в самом Китае, когда посмотришь вот мосты, переплетение всех дорог, там еще такие удивительные села на горах, и дороги тоже среди гор, на огромной высоте. Возможно, они и хорошо построят. Возможно, судя по тому, что они в Китае строят. Ну что ж, поживем, увидим. Да. Так, спасибо, Алла. Узнали, что начал строиться при еще Саакашвили этот порт. Так, где-то я еще тут видел комментарии.
Так. Нет больше вопросов, не вижу, все перечитал. Друзья, задавайте вопросы, давайте активнее принимайте участие в нашей сегодняшней дискуссии. Германия, турки отличные строители. Да, я согласен с вами, турки строят хорошо. Германию восстанавливали, в принципе, очень много турецких рабочих. Единственное, что в этом деле во всем контрастирует, это то, что недавнешнее землетрясение в Турции показало, насколько там у себя они очень плохо строят. Вот с этим была проблема. Было очень много разрушений, хотя землетрясение было не такое сильное, как в Японии было. И одновременно в это же время, где было намного меньше разрушений. Так. Ну, здесь у нас только вот все деятели. Обычно все, кто наши единомышленники, мы их предупреждаем, если вы находитесь во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, то не пишите комментарии. А все, кто здесь в Европе, пожалуйста, присоединяйтесь, друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы. Нет вопросов, да? Нет, пока нет больше вопросов. Сейчас будут. Почему нет стримов? Давайте вы на моем стриме будете задавать такие вопросы. Ваше мнение. Ваше мнение об Индии. Он тоже крупный игрок. Что вы думаете по поводу Индии? Ну, Индия, конечно, развивается, одно из развивающих и притом сильно развивающих государств. Там население больше, чем в Китае уже. И они очень сильно вот в компьютерных делах, вот в этих всех, они сильно, вот я давно об этом знаю, и вы, наверное, знаете, они там очень сильные развитие получают, так? Но в то же время Индия – это древняя страна с особой культурой, и она так вот держится особняком, не совсем она, скажем, за Россию и не совсем и против. Она в то же время, как я знаю, покупает вот эту вот дешевую нефть, которую на траллерах продает Россия. Так? Но и в то же время она вот соперник Китая, и там вот через один из Индийских островов, проливов, там Китай может только Европу проехать проплыть на своих кораблях, и если этот пролив Индия закроет, для них это будет очень большое, так сказать, военное положение. Поэтому Китай-то и стремится вот этот великий шелковый путь построить, который планировала, так? И чтобы уже по земле, там, поездами, этими товары провозить, продавать. В общем, Индия, конечно, в будущем, это перспектива, это большая и великая страна будет. И там живет много национальностей, но кроме самих индейцев, там они и мусульмане, и другие все верующие там. Ну, а ее политическая вот ориентация, какой-то вот такой, чтобы она четко выражалась, этого пока что вот она есть, но она так вот пока что вот
не знаю, на стороне Украины ее помощь мизерна, насколько я знаю, так? И было бы, конечно, если бы она помогала Украине, так? Ну, вот такой вот, насколько я знаю, ситуация там, в Индии. Мгм. Баркал. Так. Почему Запад имитирует санкции, не вводит смертельные, такие как и против Ирана или Ирака времен Саддама? Аят, как вы думаете? Я не думаю, что Запад сильно заинтересован в том, чтобы совсем блокировать Россию, потому что даже в этой ситуации есть информация, что они так или иначе продают что-то России, которая шла речь о нефти, которую продают так или иначе, так шла речь особенно о этих вот составляющих военного производства, пытается как-то ограничить, чтобы они могли свои построить самолеты. А так надо сказать, что Запад не хочет, чтобы Россия развалилась, как бы мы ни говорили, так? И это нет определенной такой точки зрения. Во-первых, потому что развал этой страны не принесет экономической пользы для Запада, который является сырьевым продуктом, собственно говоря, для остального мира. Нефть, газ, лес, и все, и договариваться надо, скажем, с одной властью. А если там будет, скажем, десятка-два государства, на которых еще останутся эти военные атомные бомбы, это тоже пугает Запад. Поэтому здесь, видимо, пока не придумают что-нибудь такое, которое нейтрализует это атомное оружие, они будут еще опасаться этого и будут стараться так или иначе не давить на Россию так сильно, как бы что они не выкинули. Вот сейчас этот петербургский саммит экономический, Россия начала там выдвигать и дает там интервью Путин, и рассказывает о том, что вот мы хотим, чтобы у нас было, давайте сотрудничать с разными странами, пытается вовлечь. Но получается, что Путин понимает, что военная составляющая связана с экономической, так сказать, стороной, пытается, значит, не умирать, как они говорили. Он же говорил, все попадут в ай, а мы в рай. Так, в ад, а мы в рай. Да. А сегодня, видно, он не хочет ни в ад, ни в рай, пока что. Да. Передумал. Вот эти экономические саммиты и встречи, приглашая разных представителей разных стран, они ищут пути в этих условиях, скажем, условиях вот этих санкций, как-то решить эти проблемы. Но сейчас вот они сильно, Россия, да и сам Запад критикуют украинское руководство, не прямо, но как бы косвенно намекая на то, что там вот коррупция, что только при власти новой что-то случится, и только при этой власти новой можно получить возможность принять эту Украину в состав новой, скажем, в состав НАТО и Евросоюза. Вот такие разговоры идут, и это по большей части идут, конечно, под хитрыми уловками и Кремля, и создавать такой имидж в самой Украине. Возможно, так в этом хаосе войны Украина не может как-то этот вопрос отрегулировать, когда идет война. Это мы понимаем, что это такое. Потому что появляются разного рода люди. Если не мародеры, то те, которые воруют все, что там есть, миллиардами или миллионами. Они обвиняют разных этих людей. Ну, в общем, так ситуация раскрутится, что мы можем понимать, что Запад
не совсем заинтересован, чтобы Россию развалить до конца, так? Или он заинтересован сменить Путина, может быть, поставить там другого человека. А для нас, вот для чеченского народа и для других народов, которые есть, скажем, сегодня в составе России, и наша оккупирована страна, и Грузия оккупирована, и Украина, для нас важна такая, знаете, решительная победа над этой империей. Решительная. Если не будет такой решительной победы над Украиной, то есть над Россией украинской, да, победой, то маловероятно, вот что я хочу сказать, что чеченский вопрос будет поставлен именно на обсуждение. Потому что чеченский вопрос, как говорится, они могут вынести за скобки, когда вот идут разговоры, что какие-то переговоры намечаются, вплоть до того, что сделаем там то, что-то оставим, какие-то, мол, это все территории освободят, а что-то там на Крыму дадим какую-то им базу. Там выступают некоторые вот деятели и рассказывают, что можно их совсем выдворить, а вот все же на Украине, в Крыму им оставят какие-то военные базы для России. А все остальное, чтобы они, мол, освободили. Если так вопрос пойдет, то чеченский вопрос или грузинский, или другой совсем может и не быть в теме, понимаете? Поэтому мы вот эти все вещи за этим должны наблюдать тоже. И здесь все, конечно, очень много зависит от того, какая это победа будет. Зависит от того, как организуется власть. Мы же видим, вот в Украине сменяет руководителей, военных руководителей, других министерств, идет какая-то вот перетурбация. Но посмотрим. Я надеюсь, что все же ситуация изменится таким образом, как это необходимо для остального демократического мира, для справедливости. Если говорить, что демократия, она только лишь для тех, кто имеет силу, то мы, допустим, которые вот в такой ситуации оказались, в надежде на то, что мы через Украину получим свою свободу и освобождение нашей территории, мы, может быть, это осложнено, я хочу сказать. Это может быть осложнено и для Грузии, которая принимает какие-то сегодня решения, такие документы там о иноагентах. Сейчас говорят, там они хотят провести даже референдум по этому поводу, даже после принятия всех этих вот законов. То есть на Кавказе вот такая ситуация, которая может разрулиться после решительной победы Украины против России. Российская власть должна быть повержена. Я не говорю, что российская власть, как вот некоторые говорят, что она будет развалена. В этом нет сомнения, вряд ли это будет. Но если она развалится, мы не против. Мы не против. Но надо, чтобы она развалилась. Это тоже взять надо под контроль. Это не так просто. Взял, развалился, и все разбежались. Нет, это очень сложный процесс, который может вылиться в какие-нибудь другие процессы, кровопролитные и другое. Поэтому вот здесь много вот таких рассуждений, и мы должны тоже понимать, что происходит. И сообразно этого мы должны усиливать нашу деятельность и свою, то есть в первую очередь свою. Никто вместо нас, чеченцев, кроме наших близких друзей, не придет за нас говорить, за нас биться, тем более, когда среди нас находятся люди, которые сами, противодействуют нашему государству. Этих людей надо выявлять и говорить им, что вы не имеете права делать. И надо объяснять нашим людям, что мы сами только можем это делать. А если нет у тебя государства, народа, да, этот народ обречен на гибель. Все, в перспективе он обречен на гибель. То есть они все равно, видите, в России как? Вначале было как бы президенты все, потом убрали президентов, потом потихоньку убрали изучение родного языка, так?
потом, значит, убрали другие вот эти, закручивают гайки. Поэтому каждый народ, который хочет себя сохранить в этом мире, сохранить язык, культуру, традиции, ну, собственно, цивилизацию, этот народ должен стремиться к созданию своего государства или войти в конфедерацию государств, конфедерацию государств, в которых государство объединяется, вот как, допустим, Европейский Союз, и каждый самостоятельно и вместе двигаются вперед в экономическом, военном отношении. Это для нас важно. Для нас очень важна и Грузия, и северные народы кавказские. Вот такая вот у меня позиция. Баркал, Аят, Баркал. Тут вопрос к Алле следующий. Алла, если вы хотите, вы можете на него, конечно же, не отвечать. Ну, вопрос немножко такого прошедшего времени. Вопрос к Алле Дудаева. Угрожала ли вам опасность в вашей жизни после убийства вашего супруга и как вы покинули территорию Российской Федерации? Если вы меня слышите, Алла. Да. Ну, я вам скажу, что, конечно, надо сейчас вернуться, наверное, 20 лет или 30 лет назад, так, после гибели Джафара Дудаева. Я была арестована в Нахе, когда мы собирались переехать в Турцию вместе вот с Мусой Диковым. Там Вах Ибрагимов был еще. Зухра, это сестра Мусута, была со мной. Еще были наши вот еще. Висхан Дудаев, это племянник Джахара Дудаева был. Вместе с Мусой Диковым. Это охрана Джахара была со мной. Меня арестовали на границе, потому что у меня был паспорт на другую фамилию. Вот, и кроме того, меня узнали в аэропорту. Вот, потом перевезли в Кисловодск. Там 3 дня продержали где-то на сталинских дачах. Я это узнала, что Кисловодск. И тогда я помню, что Эмиль Басаев сделал заявление, что придет освободить меня. Мне это было так приятно. В общем, ну, его действительно испугались. Меня там охранял большое количество охранников было. Потом перевезли в Москву вместе с... Нет, мне сказали, вас... Это было в аэропорту, знаете, когда меня опять привезли, как вас отправить в Москву? Будет ли теракт, вы не в курсе? Что-то должно быть, или вас могут освобождать, или, в общем, они были обеспокоены и заявлением Шамиля Басаева, и тем, что они находились на Кавказе, и тогда это как раз об этом случае много писали в газетах, публиковали фотографии. Я сказала, я вам могу гарантировать только одно. Тут, конечно, много сторонников нашей независимости в аэропорту и сторонников свободы. И я могу гарантировать только если на меня одну переправите, а вернее, те, кто меня сопровождает, пускай они дальше продолжают ехать в Стамбул. Вот. И, короче говоря, их отправили в Стамбул, но Мусик Идиков, Мусайдиков вышел из самолета, вернулся, присоединился ко мне, и нас в Москву отправили вдвоем. Вот. А я не хотела, чтобы арестовали всех, потому что начали бы вести допросы, и потом всех по очереди, и потом сверять показания, и, короче говоря, запутали бы всех. Лучше всего, когда ты даешь одна, отвечаешь на вопросы. Вот нас с Мусой Диговым привезли в Москву. Тогда, кстати, этим занимался Александр Волков, так он себя представил. Сейчас уже забыла фамилию, Александр, который потом был отравлен. Литвиненко? Да, Литвиненко, точно. Вот он меня сопровождал, нас сопровождал.
Москву. Вот. В Москве Суидика посадили в тюрьму, но на 1 месяц, только ненадолго, потому что я написала обращение к нашему правительству, что Суидика предлагает ФСБ обменять на наших пленных. Они предлагали 10 офицеров ФСБ на то, какое количество у нас находится этих офицеров ФСБ. Я помню, что тогда у нас находился только 1 офицер ФСБ. И я сказала, что давайте на 1. Его обменяли через месяц на офицера ФСБ. Вот потом в Москве началась разыгрываться целая реклама. Я выступала по телевидению, говорила о том, что должен быть на Кавказе мир, и что чеченцы, борясь за независимость, сражаются одновременно за независимость всех народов, но всегда сторонники мирного существования. И если Россия не нападала бы на Чеченскую республику Ичкерия, то мы жили бы в мире с Россией, и, как всегда, на Кавказе все народы Кавказа между собой никогда не воевали, в общем-то. Всегда была виновата в этих войнах только Россия. Она начинала войны. И вот там была показана реклама. Значит, была показана моя фотография, и было сделано заявление такое, что якобы я голосую за Ельцина. После этого я спросила у Александра Волкова, Литвиненко, я могу сделать опровержение? Он сказал, во-первых, они это опровержение не поместят, но вы не забывайте, что тогда в тюрьме еще находился Муса Едигов, что с ним всякое может случиться. Вот. И после этого ко мне приехал мой зять, Мосу Тудаев. Вот. Тайно приехал из Чечни. И ночь у нас провел, а утром мы с ним бежали. Ну, так как приезжали ко мне журналисты часто, вот, я, значит, на заднем сиденье легла, чтобы не было видно, что меня вывозят. А там ФСБшники постоянно охраняли наш дом с одной стороны улицы, с другой стороны улицы. Мус сидел спереди, рядом с шофером. Вот, и мы выехали оттуда. Потом сели в поезд в Украину. Тогда еще виз Украины не было, и можно было свободно передвигаться. Вот. С Украины, в Украине нами занимались депутаты украинские. Нас поселили в одном из украинских сел. Целый месяц мы жили, они все думали, как делать, куда меня переправить. И тогда в России был объявлен розыск того, что я так исчезла. Там чуть ли не уголовный розыск. И фотографии были мои в газетах о том, что я сбежала или меня выкрали. Они не знали. Я тогда заявляла о партии войны, которой нужна эта война. Вот, и думали, может быть, это партия войны, которая была заинтересована в продолжении войны. Меня выкрала. В общем, терялись в догадках. Вот. А через месяц нам пришли депутаты, сказали, что могут нас переправить на самолете и в Польшу. Но я как раз перед тем увидела сон. Во сне приснился Джохар, который был в маске. Он меня взял за руку, и мы с ним поднялись на 7-е небо. Во сне я знала 7-е небо. И оттуда я увидела аэропорт и увидела мужчин, которые сидели за столом, а меня показывали по телевидению.
о том, что я в розыске, пропала без вести и так далее, что меня разыскивают в России. А эти мужчины заговорили обо мне, они сказали, ей даже нос нельзя совать ни в какой аэропорт, потому что тут кругом компьютер, ее сразу вычислят и арестуют. А потом я увидела во сне машину. В этой машине сидела моя мама, которая умерла еще раньше. Она ехала на белой машине, и волосы, такие длинные волосы, развивались по всей машине и даже дальше машины. Хорошие густые волосы, длинные — это хорошая дорога. Мама — это знак того, что тебе будет сопутствовать удача. Всех на нас, как вы знаете, наши мамы любят, и они нам помогают даже после смерти. Вот. И я сказала этим депутатам, как раз сегодня я видела сон, я рассказала сон, так что мне в аэропорт нельзя. А потом депутаты поговорили, решили, кто же меня повезет. Белая машина была у Николая, в которого мы жили. Друг этих депутатов украинских. И мы просили, чтобы он нас повез через украинские леса к Белоруссии. И вот он на белой машине, как нам сняли этот Николай, нас отвез вместе с Мосадом в границу с Беларусью. Но вначале мы шли к украинским лесам, ходили в блокпосты. Вот. Потом в Беларуси сели мы прибыли на вокзал, сели на поезд, поехали на этом поезде. Так, потом рядом границы с Литвой вышли, там позвонили нашим знакомым в Литве. И нам посоветовали вот подросток, парень, который нас переведет через литовские леса. И, короче говоря, пришлось идти через болото, через пограничников. И было очень трудно и страшно. Я в этом болоте потеряла свои туфли. Вот. Это было ночью, шел дождь. И мы поднялись, когда из болота до пояса мокрые, уже в Литве оказались. Там прошли еще немного, там на дороге нас встречала машина вот, с моим старшим сыном, который тогда находился в Литве, он это все организовал. И мы сели в эту машину и поехали. Приехали в Вильнюс. И когда мы сошли, квартиру у нас не узнали, моя дочь не узнала, потому что мы были до пояса мокрые, все иссечены этими зарослями крапивы, малины, через которые шли по лесам. Это было очень трудное путешествие, которое продолжалось 2-3 дня. Вот. Вот так я из Москвы перебралась в Литву. Да. Спасибо, спасибо. Интересно было, конечно. Пожалуйста. Вы закончили, Алла, или еще что хотели добавить? Да, я закончила. У меня же вопрос же был о том, Да. как вы перебрались. Перебралась. А вот я и рассказала. Бежала Алла там. Сумела. Да. Помогли ей, конечно. Да. Я не поняла. Что вы сказали? Я не поняла. Говорили, что вы вот так перешли, обсуждали просто, прокомментировали то, что как вы перешли границу. А я прокомментировал. Да, понятно. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Алла. Это очень интересная история и важная. Здесь спрашивают, еще тут вопрос один есть по поводу, здесь 2 разных человека задают вопросы, и я их объединю в один. Какая национальность была вторым в наших рядах помогающих нам, воюющих против России, и были ли азербайджанцы, тоже был вопрос, много ли было азербайджанцев, которые нам помогали? Именно речь сказать, в принципе, у нас были разные люди, особенно самые
значительно, это были украинцы. Их было определенное количество людей, и их возглавлял Сашко Белый, и они открыто там воевали, чтобы свой был отряд. А так, другие отряды, которые были, это отряды, с ингушей были, так, с Дагестана часть были, но были где-то человек около 50 с Ближнего Востока, из них хотят делать больше, около максимум 60 человек, я как-то посчитал, 59 было. Азербайджанцы? Нет, не азербайджанцы, я говорю, с Ближнего Востока. А азербайджанцев, чтобы отдельный такой был отряд, или этого не было, а были разных наших отрядов, вот так как пристроены, которые были. Вот. Я слышал, я их сам не видел, да? Я слышал об этом. Естественно, если там несколько человек были, 1-2, но были еще эти местные наши народы, которые лезгины, которые были, я помню, еще в нашем парламенте, в нашем комитете были люди в парламенте даже, вот, Султан, он у нас был, он даже погиб, воевал. То есть были люди, которые от других национальностей, которые поддерживали и воевали на нашей стороне. А азербайджанцы, я слышал, что были люди, я сам их не видел, но в том или ином отряде я слышал, что были люди. Это я знаю. А так, в основном... Я хочу добавить. Давайте, добавьте. Да, пожалуйста. Я тогда находилась в Баку, и очень хорошо знаю о помощи, которую оказывал народ Азербайджана тем, кто воевал в Ичкерии. Тогда Хожа Ахмед Мухаев жил в Баку, находился в Баку и помогал деньгами тем, кто воюет в Ичкерии. Вот, кроме того, через Красный мост, это как раз через границу, из Грузии в Азербайджан переводились раненые во время военных действий в Ичкерии. И пограничники, и этим занимался Хожа Ахмед Мухаев, который покупал пограничников, которые отворачивались в это время, когда перевозили этих раненых или переносили на носилках. Вот. Потом они лечились в больницах Азербайджана. И не только те, которые воевали, но и чеченские беженцы много приезжало в Азербайджан. То есть в этой войне участвовали не только грузины, азербайджанцы помогали, дагестанцы. То есть можно сказать, что наши соседи, наши друзья принимали активное участие. В то время представителем нашим был Али Асаев в Баку. И вот с его помощью, это Хожа Ахмед Мухаев и Али Асаев, они очень помогали нашим беженцам, потому что тогда представительство Али Асаева нашим беженцам квартиры оплачивали, которых было очень много, и эти банки мусульманские оплачивали эти квартиры. Да. И я даже помню одного чеченца, который с Министерства культуры, кстати, вот сейчас не помню уже фамилию, у него было 2 жены, и даже ему 2 квартиры оплачивали, 2 его жен. Вот. Ну, после теракта в Америке 11-го, когда были разрушены эти башни-близнецы, после этого эти мусульманские банки были закрыты. И помощь прекратилась. То есть квартиры уже не могли больше оплачивать, но Хожа Ахмед Мухаев сам оплачивал самым таким вот семьям наших сторонников где-то, по-моему, он оплачивал 10 квартир. Вот. Правильно, Алла, вы говорите, все это правильно, очень даже. Я просто не стал об этом говорить, хорошо, что вы дополнили. Да, Азербайджан нам очень помогал, и в основном наши беженцы были в основном там.
Ну и в Грузии тоже, конечно, так. И здесь этот момент очень важен, что они, если даже отрядом или как не участвовали, но они такую помощь оказывали нашему народу. Да, это было так. Да, и в Ингушетии были беженцы, тоже нужно А сказать. Ингушетия, само собой, это Да. ясно. Вопрос, если вы закончили, Алла, Аят, я следующий вопрос зачитал бы. Я закончила. Мгм. Вопрос от Ливана Кочарава. Имеет ли координацию президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, то есть законная власть, с Верховным Советом Грузии, председатель Джемаль Лонатамишвили, премьер Манана Архавадзе, Гамсахурдия? Как у вас с коммуникацией? Дело в том, что в Грузии появилось несколько представительств, несколько властей, Мгм. которые были при Гамсахурде, люди, которые с ним были. И нам трудно с ними как-то понять их внутреннюю политику, так, потому что там и один, и второй, и третий. Мы в основном вели контакты с премьер-министром Грузии Бисогугушвили. Он был при Гамсахурде премьер-министром, и мы имели с ним контакты еще будучи в Чечне, когда у нас были, и потом в зарубежье долгие годы. Мы с ними подписывали разные документы, меморандумы. Потом, после того, как Бисогугушвили заболел, очень тяжелую операцию он сейчас перенес, и он нам с определенных там людей обозначил, с которым мы ведем контакты. Однажды даже они у нас здесь выступали из Грузии. А вот с теми, которые говорит этот наш друг из Грузии, Ливан. мы связи не имеем. Правда, я знаю сына Гамсахурди, младшего, с которым мы общались. Я его знаю, он еще был там молодой мальчик, когда был еще там в Чечне. Сейчас он где-то находится в Европе, то ли в Польше, то ли в другой стране. Я не знаю сейчас точно, правда. И встречались и здесь, то есть и с грузинскими здесь разными политическими деятелями встречались, когда мы были на конференции в Грузии, и Алла там мы вместе виделись с Саакашвили, помню, там встречались, потом с их парламентом. Мы эту работу поддерживаем, связи. Но сейчас нам точно, допустим, каковы есть полномочия у тех или других людей, это определять, то есть мы в этом не совсем сведущи, но мы опираемся на то, что мы знаем. Мы знали Бисогугушвили, премьер-министра, и тех людей, которые он указал нам. С ними мы контактируем. Вот так вот. Да. Барка, Я хочу добавить. пожалуйста. Хочу добавить. Да. Пожалуйста, Алла, мы вас слушаем. Алла, вы помните, мы с ними подписывали этот еще меморандум. Я еще запомните, Аллаш, да? Да. Да. Я хочу добавить то, что вопрос был насчет Манана Гамсахурди. Манана Гамсахурди, это времена Шаварнадзе еще, получила хорошую пенсию, $4500 стала получать каждый месяц, которую она получает до сих пор. Это как бы навечно эта пенсия от всех меняющихся президентов Грузии. А ее сын Георгий работает в посольстве Польши. Это была точно его должность там. А второй сын, младший сын Цотна, к сожалению, на него было покушение. Его ударили сзади булыжником по голове, и он в очень плохом состоянии был в больнице, и до сих пор он очень плохо себя чувствует. Да. Свято.
сожалению, врачи ничем помочь не могут. Сотно. С Георгием общается мой сын, они давно дружат, очень порядочный парень этот Георгий. Он хорошо разбирается в чеченских делах и во всех прочих. Гамсахур Низвят был это очень высококвалифицированный, скажем, политик и очень понимающий во всех делах. Я тоже с ним встречался, разговаривал, когда они были у нас там. То есть мы с ними имеем эту цепочку, да. А насчет Манана Алла там работала какое-то время, она лучше знает вот это все, конечно. Ну вот и все, ответ наш. Я так думаю. Баркал, спасибо. Так, друзья, задавайте вопросы. Какие были отношения Ичкерии с Талибаном, Аят? Вот такой вопрос. С Талибаном? Да, с Афганистаном. У нас вообще связано с этим наши вот президенты, и Масадов, и потом и другие, особенно Масадов до 2000 своей гибели, четко и ясно сказал, что мы не имеем никакого отношения с этим террористической организацией Талибан, которые нас не привязывают, мы боремся за деоккупацию своей территории. Она все время хотели пристегнуть как к этой организации Талибан и с Афганистаном. Правда, потом, когда туда пришел к власти такой руководитель Мулла, туда ездил Яндарбиев с Зелем, и там они признали как бы нашу республику, и мне позвонил тогда Яндарбиев с Зелем, и вот сказал, вот, что он был на приеме там, и вот они признают нашу республику. Но этот Талибан уже куда-то канул в лето, его нету, и, в общем, вот такая ситуация. Вот и все. Да. Аслан, я хотела, вы меня извините, вам напомнить. Пожалуйста. Вот в вопросе о Грузии и Манане и так далее, хотел добавить Осман. Вот. Пускай, пожалуйста, дайте ему слово Осману. Он хотел добавить что-то. Осман, пожалуйста, конечно, Муса, легкий микрофон, конечно. Муса, вы нас слышите? Слышно. Да, ну, Муса не отвечает. Какие есть вопросы еще? Давай. Так, был тут один вопрос, если я правильно понял. Почему началась вторая русско-чеченская война? Ну, он тут по-другому пишет, Константин, но я напишу правильно. Не чеченская кампания, он пишет, нам не к лицу говорить такие слова. Вторая русско-чеченская или же пятая агрессия против Чеченской республики Ичкерия, Аят. Когда, как началась? Вы можете нам рассказать вкратце? А кто задает вопрос? Задает Константин Багин. Российский гражданин, скорее всего, судя по комментариям. Ну, во-первых, надо сказать, что начало вот этих всех агрессий против Чеченской республики Ичкерия, их было 5, ты правильно сказал, это была запланированная акция, которая была направлена против всех бывших республик из бывшего Советского Союза. Не только, а на Чеченскую республику они напали, потому что считали, что это самое слабое звено, и этим самым, проявляя там жестокость, показать остальным другим, как им будет плохо, если они будут сопротивляться.
И другое, что когда они разваливали этот Советский Союз, Ельцин и его команда, они совершили государственный переворот и незаконно взяли под свой контроль развал Советского Союза, хотя для этого был специальный закон, по закону, как надо было выходить. И все республики должны были выходить, если выходят из Советского Союза, они должны были, значит, сделать соответствующее заявление, и принять какие-то решения, и потом, значит, избрать тот путь, который они желают дальше действовать. Я имею в виду после развала Советского Союза. Каждый народ имел право на это. Значит, этот вариант блокировал Ельцин и его команда. Они не смогли это сделать против нашей республики, потому что мы еще до развала Советского образовали свою страну, а в связи с развалом Советского Союза мы сразу приняли Конституцию суверенного, независимого демократического правового государства, которое было на следующий день признано Грузией 13 марта 1992 года. А Российская Федерация России начала образовываться только после 31 марта 1990 года подписанием этого федеративного договора, который был подписан не по правилам, как должны быть. Народы этих республик, которые туда втащили Ельцин, они никакие свои, значит, мнения не высказали, им не дали. И эти документы это подписали бывшие коммунистические руководители из бывшего Советского Союза. Представляете? Они подменили, манипуляцию сделали, и таким образом Ельцин втащил в эту Российскую Федерацию России, которую он образовал незаконным образом, эти, скажем, 15 республик автономных, которые были ранее, которые были преобразованы Советским Союзом в союзные республики, а после развала Советского Союза они стали независимыми государствами, им нужно было только наполнить атрибутикой всю свою, так сказать, государственность и объявить о своем пути. Но это захватил Ельцин и его команда. Сегодня, когда об этом говорят, то здесь вопрос дальше идет, вопрос, который задал мне. Значит, дальше, захватив эти 15 республик, Ельцин начал давление на все республики бывшего Советского Союза, ставших независимыми государствами. Значит, первая республика была наша. Они напали на нас в 1991 году, когда был инаугурация президента, и потерпели поражение. Их воздушный десант был, значит, захвачен нами, нашим народом, и захвачен, и посажен разные, арестованы они были. Потом, ввиду того, что мы хотели мир, мы отпустили их, надеясь на то, что больше такое не будет. После этого они снова ринулись на нас, организовав так называемый осетино-ингушский конфликт в 1992 году, и снова дошли своими танками до середины почти нашей территории. После того, когда мы им противопоставили свою армию, они остановились, и на основе там, значит, политических, там, любых там действий, и тогда еще был этот премьер-министр Гайдар, и там вот, встречаясь с ним, все, что договорились, что эти войска ушли снова. Это вторая была агрессия. Их войска были на нашей территории, и они хотели воевать. Потом третья агрессия началась 26 ноября, когда на нашу республику напали, значит, с севера так называемые оппозиционеры во главе с таким Автурхановым и потом Гантимиром. Они вышли из Смартанского района и оттуда. Они тоже потерпели тогда сокрушительное поражение, были захвачены.
и в танках сидели российские водители, капитаны, майоры. Они тоже были частично снова переданы, и мы снова хотели мир, и снова говорили, давайте мир договаривать, все. Они ушли и сказали, что больше не придут. Это была третья агрессия. Теперь буквально через месяц, даже меньше, 11 декабря 1994 года, Россия вторглась на наши территории снова со стороны Дагестана, со стороны, Осетии, со стороны Ставрополя. 3 танковыми своими бригадами вторглась, и началась война полномасштабная, начиная с 11 декабря 1994 года по 1996 год. 2 года шла война, в которой чеченский народ одержал сокрушительную победу, и они были арестованы или окружены, и тогда к нам Москва прислала генерала Лебедя, который был во главе Совета Безопасности, и договаривались, что эти войска уйдут, и что с нами будут установлены мирные отношения. Эти войска были снова, в поиске мира снова выведены. Мы не стали их добивать, они вышли, ушли, да, и нам это было невыгодно. Они ушли, и мы на нашей территории провели выборы, как раз я объясняю для этого россиянина. Выборы, которые начались в январе 1997 года по март, так? И на этих выборах избрали очередную власть на основе нашей Конституции и законодательства. То есть мы избрали президента, парламент, орган местного самоуправления. И, после этого был 12 мая 1997 года в Москве подписан договор о мире с Россией. Ельцин и Масада его подписали. Так? И подписав этот договор о мире, мы уже надеялись на восстановление нашей территории, что нам будут помогать. Я, кстати, ездил вместе с нашим руководством на встречу с премьер-министром Примаковым во Владикавказ, где там обсуждали вопросы восстановления нашей республики и восстановления наших взаимоотношений. Но, как вы знаете, Примаков не стал премьер-президентом, потом появился Степашин, потом Путин, еще до этого был еще один этот мальчик, которого называли, так? И все эти ситуации разыгрывались, и менялась ситуация в империи, так? И после этих всех событий мы были блокированы снова, хотя был подписан договор, мы были блокированы по всему периметру, мы оказывались в ситуации, и нам постоянно туда на вагонах еще подвозили разную религиозную литературу бесплатную. И все, к нам начали религиозных деятелей закидывать, которые говорили, мол, что надо вот так вот верить, вот так. И внутри нашей республики начали создавать условия, что якобы мы являемся, еретиками, даже не мусульманами. Наши все предки, мол, это. И внутреннее это противостояние они создали, Москва создала. И тогда была ситуация, которая напряжена была настолько, что многие наши верующие, которые говорили, как это так, это что за... Они и потом из Ближнего Востока засылали каких-то там ученых, которые религиозных. И эту пропаганду они проводили, им давали деньги, им давали возможность строить параллельно рядом в одной и той же, деревне следующую мечеть. То есть, то, что было у нас, наших предков, веками, они здесь пытались обнулить и сказать, что мы даже не... наша религия, что она не признается. Это привело к тому, что к столкновению, которое
внутреннему такому напряженному состоянию. И в этих условиях, блокируя всю нашу республику, 17 июля 1999 года Россия массово вторглась на нашу территорию, 17 июля 1999 года со стороны севера, и начала военные действия, подтянулась на разные возвышенности, перешла реку Терек и вела, значит, запускала самолеты, запускала разные движения военные в тех районах, которые они захватили. И после этого мы обращались, скажем, в Москве, к всему руководству, наш парламент, потом президент, с тем, чтобы эти войска вывести и соблюсти тот мирный договор, который был подписан. Москва и слушать ничего не хотела и продолжала вот эти все действия. И тогда 6 августа, значит, на территорию Дагестана, значит, был приглашен этот батальон Шамиля Басаева, он добровольцем, потому что они в Карамхе и Чабамхе, там тоже на них делали нападки российские, там, войска, и туда как бы заманили наших людей туда, чтобы там они, значит, помогли. Но наши шли туда, вот я разговаривал с Басаевым, они говорили, что мы добровольцы, мы не от имени идем, нас пригласили, мы идем туда для того, чтобы, если надо, уже ударить значит, русских там из тыла, что это будет нам. Но когда они пришли туда, они поняли, что их там обманули, они пробыли там несколько дней и вернулись назад, наш батальон. Но Москва на весь мир начала трубить, что Чеченская республика напала на Россию 6 сентября, то есть августа 1999 года, хотя сами они напали на нашу территорию и уже вели военные действия 17 июля 1999 года. Посмотрите, сколько дней это, 17 июля до 6 августа, сколько это дней. Это почти месяц. То есть таким образом манипулируя и говоря, что мы снова здесь оказались виновны, Москва развязала снова очередную войну, и в этой ситуации они бомбили, убивали людей ракетами, базар, центральный рынок, роддома, школы, они бомбили ракетами, бомбили, убивали наших людей. Люди не могли находиться уже под этим, скажем, воздушным обстрелом. У нас территория очень маленькая по территории, и людям приходилось оттуда выезжать, бежать. Вот что было там. И тогда именно войска вошли, и туда, значит, некоторые предавшие нашу, значит, страну люди посадили во главе этой марионеточное правительство и начали там действовать. Вот что было и как. Кто виноват в этом деле, вы поймете после того, когда уже после этого в 2008 году они напали на Грузию, потом напали на Украину, потом сейчас снова. Вот это есть продолжение этой масштабной запланированной акции по захвату территории бывшего Советского Союза, даже по захвату исторической России. Вот этот ответ этому человеку. Баркал. Вот это есть все документы. Алла, минутку. Под это, вот то, что я сказал, под это есть все документы, принятые нашим парламентом, президентом. Есть документы, подтверждающие, что это все есть. Это все есть. То есть россиян обманывают, говоря, что мы напали. Мы не хотели воевать. Я говорю, 1, 2, 3, 4. Мы хотели мирное отношение с Россией, но это не нужно было власти этой новой империи, и она сегодня продолжает это делать и против Украины. И эту же политику проводит. Спасибо. Баркал. Алла, пожалуйста, вам слово. За этих 3 мирных года, начиная с 97 по 99 год, республика стала процветать. Да.
Во-первых, были вынуждены полеты. Вы имеете в виду первые 3 года? Первые 3 года. Первые 3 года, да, первые 3 года. Республика начала процветать. Да. И был заасфальтирован центр Грозного техникой. И, значит, эти самолеты летали, привезли товары, и люди начали строить дома, восстанавливать. То есть республики, даже русские приезжали, начали скупать дома, то есть собирались жить в России. И отношение было самое мирное с чеченским народом, российским народом. Но Путин пришел к власти, взорвав дома в Москве и в Волгодонске. 3 дома. И в Буйнакске. Спящими москвичами и в Волгодонске. И в Буйнакске. И в Буйнакске. Он это сделал для того, чтобы появилась ненависть к чеченскому народу со стороны русского народа. Потому что до этого они даже дома начали покупать в Чечне. Вот, и жили очень мирно, и республика процветала. После того, как он взорвал эти дома, естественно, уже мы тогда не могли, делали опровержение, но это не помогало. И, в общем, потом все пошло по сценарию, который рассказал Ахьят. Да, так оно и было. Да. Мы не хотели войны с Россией, мы хотели жить с ним мирно, но им не нужен был этот мир, им нужно было пойти через наши трупы, пойти дальше. И сегодня они идут, и если их не остановить, они пойдут и дальше, и дальше, и дальше. И Запад это должен понимать, и я думаю, что они уже понимают. Вы все, Алла? Вы закончили? Это все. Я все, да. Да, я закончила. Спасибо, Алла, спасибо, что сегодня приняли участие. Да. Аслан, я хотела вам опять напомнить про Османа, который хотел что-то добавить. Ну вот он не ответил. Муса, хавистули? Он, видимо, там не слышит. да, видимо, может, микрофон отключил и не слышит Да, просто. да. Давайте на этом тогда мы закончим наш стрим. Спасибо, Алла, спасибо, Аят, спасибо всем, кто принял участие. Мусе спасибо, который тоже выступал. Да, всем, спасибо. кто говорил, Спасибо. задавал вопросы. Спасибо всех, кто нас слушал, задавал вопросы. Мы Аслан, здесь... пускай Осман добавит. Пожалуйста. Вы в 3-й раз ему сказать не даете. Как мы даем? Мы даем. Муса, хавистули? Вы имеете в виду Османа, который у нас в телеграм-канале здесь? Алла. Я слышу. Да, я не слышу. Если вы говорите про Мусу, который, у него даже микрофон не включается, когда он говорит. Вы его слышите? Я очень хорошо слышу его. Мы его не А слышим. я что-то не слышу тоже. Может, он микрофон не включил? Я не могу понять просто, как вы его слышите, когда я его не слышу. Передо мной лежит вот телефон. Вот у него не включен микрофон. Вот самый верхний Осман. У него не включен микрофон. Вот я ему включил, а он не включил. Так. Ну, давайте закончим. Я сейчас позвоню ему, давайте. Я все слышу. Вы слышите, что он сейчас говорит? Я не слышу. Да, я каждое слово слышу. 3 раза пытался что-то добавить. Странно. Странно. Давайте сейчас дождемся, а я сейчас наберет его. Вот я ему звоню. Алло. Муса. Да-да. Сейчас слышно, Муса. Тебя в Телеграме не слышно почему-то. Ты не включаешь микрофон. Ты в Телеграме говоришь там или нет? Далеко. Ну ты свой микрофон включи тогда, и это, а то не слышно тебя. Микрофон включенный у меня.
В Телеграме нет. В Телеграме у тебя не Вы с Аллой включается. говорите, а другие не слышат. Я, допустим, не слышу тебя, и Аслан не слышит. В чем дело? Осман не может использовать здесь микрофон, говорит. Здесь в Телеграме пишется, что вы не можете использовать микрофон, Муса. Ну, говорить тогда так, если Говори, Муса, свое мнение, я тогда оставлю, тебя будут слышать. Давай. ты в Говори, прямом Муса. эфире, Муса. Давай, говори. Что ты хотел сказать, Муса? Говори, давай, я твой. Вот сюда говори, а это они будут слышать. Давай. Ты слышишь меня, Муса? Он что-то отключился, что ли? Не знаю, что он. Ну, что-то, видимо, со связью непонятно. Угу. Ну, Сейчас, подожди еще раз. Муса, давай говори здесь, вот в моем телефоне, а они будут слышать, давай. Потому что там твой микрофон не работает. Говори, что ты хотел сказать, давай. Я уже включил, да? Сходи. Да, слышно тебя, давай. Хечку, прямой эфир, ау. Давай. Говори. Он может использовать микрофон в другом чате. Я говорю, Роман, да, видимо, что-то с этим связано, потому что мы не можем понять, что происходит. Ну, говори, Муса, что ты не говоришь? Говори, давай. Твое мнение, да, скажи. Хэс, давай, ты говори, давай, да. Где-то 18 азербайджанцев было. 18. Короче, когда мирное время, когда при Масхаду приехал этот командир их, этот награда, и когда вот Радуев куда-то поехали, теракт сделали. Дикция из аят. И в больнице они были, мы с Даудом вместе в больницу ходили. Понятно, понятно. Оказывается, у них был команда была, и они в составе этого Басаева были. У них команда была, человек 18. Ну, они были, нет, они были в составе батальона Басаева. Да, да. Понятно. Ага, понятно. Ну, что еще скажешь, Муса, давай. Да нет, единственное, я хотел сказать. Хорошо. Хорошо, все услышали, я так думаю. Ну, давай, уже 2,5 часа мы здесь находимся, давай тогда закончим, Муса, да? Аслан, Алла, все, закончим уже. Если Муса все сказал, да, можем закончить стрим, мы уже Хорошо, он сказал все. Давай, спасибо. Давай, потом поговорим, Муса. Давайте, выключай, заканчивай. Хорошо. Всем спасибо. Спасибо всем, кто принимал участие. Адикюл, Маш Ойл. Все будет Ичкерия. До свидания. Давайте, до свидания. Адик Далил. Адик Далил. Адикюл.